19 ноября в 17 часов на НТРК «Магаз» состоится прямая линия с главой Ингушетии Махмудом Аликалиматовым. Вы уже можете задать интересующие вас вопросы или отправить видеообращение на личную страницу главы ВКонтакте или на номер 8 928 098 23 33 в мессенджерах WhatsApp и Telegram. В ходе прямого эфира вы можете также позвонить на бесплатный номер 8 800 505 45 48. Трансляция прямой линии будет вестись на канале НТРК «Магаз», на официальном сайте, на площадке телеканала в Рутюб, а также на официальной странице ВКонтакте главы Ингушетии. В России с января 2025 года в 2 раза вырастут пошлины за регистрацию договоров аренды в Едином государственном реестре недвижимости. Как напомнили в Росреестре, договор аренды необходимо регистрировать, если он заключен на срок не менее 1 года. При этом, согласно законодательным изменениям, с 1 января 2025 года госпошлина за регистрацию договоров аренды в ЕГРН для физических лиц вырастет с 2 до 4 тысяч рублей, для юридических – с 22 до 44. Кроме того, пошлина за регистрацию соглашения об изменении и расторжении договора аренды также увеличится вдвое. Для физических лиц она составит 700 рублей, для организаций – 2000 рублей. В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста принесения присяги при приобретении гражданства России с 18 до 14 лет. По действующему законодательству при вступлении в гражданство России присягу приносят только совершеннолетние. После принятия документа лицо, достигшее 14-летнего возраста при вступлении в гражданство, не будет считаться гражданином без принесения присяги. В Совете Федерации предложили определить понятие сверхбронирования билетов на авиарейсах в российском законодательстве и ввести запрет на подобные действия авиакомпаний. Автор инициативы, сенатор Айрат Гибаддинов, считает, что следует также увеличить размер штрафов за односторонний отказ авиакомпании в предоставлении услуги по перевозке пассажира и багажа, а также за просрочку доставки пассажира. Необходимо ввести прямые компенсации пострадавшим от овербукинга авиапассажирам в размере 25% сверх стоимости билетов, считает Гибаддинов. Минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию в 2025 году составит 30 единиц, повысившись на 1,8 единицы по сравнению с 2024 годом. Максимальное количество ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности, например, уход за детьми, на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели платят взносы в социальный фонд. Депутаты Госдумы направили обращение руководителю ФАС Максиму Шаскольскому и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением провести анализ предоставления скидок на товары на маркетплейсах. В документе уточняется, что в настоящее время фиксируются многочисленные факты предоставления фиктивных скидок продавцами на маркетплейсах, когда продавцы заранее повышают цены, а на распродаже предоставляют скидку на размер предварительно повышенной цены. И фактически же цена товара не меняется или даже становится немного выше обычной. По мнению парламентариев, такое поведение продавцов может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей.